Здравствуйте, я преподаватель русского языка и литературы Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента Узбекова Айман Кинджигалымовна. Предмет «Русская литература», тема урока Чингиз Айтматов, повесть Джамиля, обзор. Цель урока – познакомить с жизнью и творчеством Чингиза Айтматова, показать своеобразие повести Джамиля, мастерство и талант писателя в изображении психологического состояния человека. Показать огромный вклад Чингиза Айтматова в развитие литературы XX века. Результаты обучения. Все учащиеся смогут прочитать и ответить на вопросы по творчеству писателя. Большинство учащихся смогут пересказывать и отвечать на поставленные вопросы. Некоторые учащиеся смогут формулировать и отвечать на вопросы по тексту, требующие выдвигать идеи, интерпретации, предположения. Ребята, сегодня на уроке мы познакомимся с произведением киргизского и мирового писателя Чингиза Торикуловича Айтматова. Сделаем первый шаг в мир его творчества. Чингиз Айтматов всегда честен со своим читателем. Он не рисует мир нереальный с глупыми проблемами и надуманными драмами. Он воспроизводит мир с его жестокостями, несправедливостями, не забывает при этом и о том прекрасном, что помогает людям не сбиться с правильного пути, подняться с колен, когда это потребуется. И пусть сегодня для многих из вас имя этого писателя даже не знакомо, в конце занятия, я уверена, все вы станете поклонниками его творчества. А сейчас все вместе посмотрим сюжет из жизни и творчества Чингиза Торикуловича Айтматова. Материнское поле. Белый пароход. Белый пароход. Прощай, Гульсары. Буранный полустанок. Мама. Полюбившиеся фильмы прошлого века, которые формируют любовь к родной природе и уважение к отчему дому, и связывает их имя автора – Чингиз Айтматов. Жизнь и творчество выдающегося писателя, сценариста Чингиза Айтматова ознаменовано яркими событийными произведениями, отождествляющими с собой светлый путь в будущее. Герои его произведений представляют собой в его книгах, можно сказать, тот центр вселенной, с которым читатель живет и сопереживает, перенося себя в пространстве и времени. Я твоя мать. Аим, неужели ты не узнаешь меня? Как тебя зовут? Манкурт. Ну подожди, поговори со мной, сынок. Рано лишившись родителей, в 14 лет Чингиз Айтматов начинает работать секретарем аула. Все взрослое мужское население ушло на фронт, и единственный на селе, владеющий грамотой Чингиз, был вынужден решать вопросы, касающиеся различных сторон жизни большого села. Несмотря на то, что его отец был расстрелян как враг народа, юный Чингиз не утратил веру в страну советов. Литература, которой удавалось насладиться только в ночное время, подпитывала его иллюзии в светлое будущее, что можно наблюдать в его произведениях, где герои Айтматова, обычные труженики, несущие в себе чистоту и возвышенность, рьяно отстаивают и пропагандируют доброту и справедливость. Хватай портфель. До сих пор носишь его на груди? Это самое надежное место. Пропитывая высокими чувствами свои произведения и героев, Чингиз Торикулович и сам был носителем доброты и милосердия. Когда в Москве тяжело заболел его друг Микаэль Таривердиев, Айтматов незамедлительно организовал ему поездку и лечение в дорогой клинике Лондона. Чингиз Айтматов с детства ощутил тяготы военного времени. Тогда-то пришла самостоятельность и принятие решений в своей жизни и жизни своих младших братьев и сестер. Наверное, поэтому он и сам стал своим детям прежде всего другом, который оставлял за ними последнее слово. Он был очень добрым отцом, и он всегда имел свой подход к ребенку, мне полностью дал свободу. Ему не надо было прибегать к каким-то там наказаниям. Я сейчас пытаюсь своих детей так воспитывать.
Творчество Чингиза Айтматова интересовало не только обычного читателя, но и привлекало внимание мастеров кино и театра, которые, в свою очередь, получив согласие писателя, экранизировали и ставили театральные постановки. Чингиз Турикулович прожил яркую, насыщенную жизнь писателя, политика, дипломата, оставив после себя произведения, охватившие 3 эпохи одного столетия – социализма, коммунизма и перестройки. Долгое время Чингиз Айтматов жил и работал в посольствах за рубежом, но при этом оставался патриотом своей родины, пропагандируя знания истории, языка и культуры своего народа. Его книги переведены более чем на 150 языков мира. Наследие великого писателя будет жить в его произведениях, в театральных постановках и кинофильмах, перечитываться не одним поколением, где читатели и зрители будут проживать с героями истории, пронизанные добром и любовью. Раннее творчество Чингиза Айтматова. Рассмотрим повесть «Джамиля», которая принесла писателю мировую известность. Появление в 1957 году в журнале «Новый мир» повести «Джамиля», небольшой по объему, но значительный по содержанию, яркий по образному мышлению и мастерству исполнения, было сигналом о том, что из киргизских степей пришел в литературу человек удивительного самобытного таланта. Чехов писал, что талантливо, то ново. Эти слова полностью можно отнести к повести Чингиза Айтматова «Джамиля». Задание. Попробуйте предположить, о чем эта повесть и кто является главным героем. Первоначально повесть Джамиля Чингиза Айтматова называлась «Абон», то есть «Мелодия». Действительно, музыка в ней – главный смыслообразующий элемент. Джамиля – книга сразу о 2 чувствах – о романтической и чистой любви Данияра и Джамили и о первой незабываемой и трепетной привязанности 15-летнего мальчика-рассказчика Сиита к этой девушке. Все герои книги – простые люди из народа, тесно связаны с землей, чтущие предков и долг перед Родиной. Давайте послушаем краткое содержание повести Джамиля. Название повести – имя главной героини Джамили. В книге рассказ от имени подростка 15 лет. Время действия повести – Великая Отечественная война. На тот момент она уже шла 3-й год. Место действия – киргизский аул. Джамиля – это жена старшего брата рассказчика этой истории. Девушка привлекательная, стройная, черноглазая. Джамиля задорная, бойкая, не дает себя в обиду и довольно открыта с людьми. Она попала в хорошую семью, зажиточную, крепкую. Мужчин забрали на войну. В семье командовала свекровь. Эта женщина скупа на эмоции, но честна и справедлива. Мужчин не хватало. Джамиле пришлось отвозить зерно на станцию. В помощники ей дали брата мужа Сиита и покалеченного на фронте Данияра. У Данияра плохо действовала нога. Он был угрюм и замкнут. Джамиля подшучивала над ним. Но мужчина все терпел и смотрел на нее с невзираемым восхищением. Однажды Джамиля и Сиитом по ошибке положили самый большой мешок с зерном, который до этого переносили только вдвоем, на повозку Данияра. После усмешки Джамили Данияр потащил мешок сам. Она попыталась его остановить, но он упрямо нес тяжеленный мешок сам, невзирая на больную ногу. Возвращаясь домой, Данияр запел. Было столько красоты и силы, что Джамилю потянуло к нему душой. Потом она чаще стала подходить к нему, пыталась взять его за руку. Вскоре, в порыве чувств, девушка обняла его, но тут же убежала, сама испугавшись. А еще через время Сиит увидел, как Данияр обнимал Джамилю и шептал самые нежные и ласковые слова. И вот, когда настали бесконечные дожди,
Джамиля ушла из аула с Даньяром. Местные осудили ее поведение, а вот Сиит понял их и принял выбор невестки. После того, как он увидел зарождение прекрасной любви, ему захотелось стать художником, и он попросился учиться в город. Повесть учит делать правильный выбор, хотя это сложно. Выбор между чувством любви и долгом. Видно, Джамиле было важнее пусть трудное, но свое счастье, чем размеренная обычная жизнь. А сейчас работа с текстом. Прочитайте отрывок из произведения Чингиза Айтматова «Джамиля». По описанию внешности героини попробуйте назвать черты ее характера. Джамиля – образ женщины, никем до Чингиза Айтматова так и не раскрытый в прозе восточных литератур. Она живой человек, рожденный самой землей Киргизии. До появления Даньяра Джамиля жила как ручеек, скованный льдом. Ни свекрови, ни мужу Джамили Садыку в силу вековых традиций большого и малого дворов и в голову не приходит, что в весеннюю пору солнце может разбудить и этот невидимый взору ручеек, и он может заклокотать, забурлить, закипеть и ринуться на поиски выхода, и, не найдя его, не остановиться ни перед чем, устремиться вперед к вольной жизни. Вопросы для самоконтроля. Как вы думаете, правильно ли поступила Джамиля, когда ушла из аула, бросив свою семью и поддавшись чувствам? Тяжело ли далось ей это решение? Можно ли оправдать ее поступок? Как вы думаете, что стало последним толчком в принятии решения уйти вместе с Даньяром из аула? Домашнее задание. Какое чувство вызывает тема повести? Если у тебя была такая Дженги, как бы ты с ней поступил? Что бы вы чувствовали на месте автора? Напишите эссе в защиту Джамили. Составьте диаграмму Венна. В итоге можно сделать вывод. Признание Джамили звучит как исповедь. После него судьба обоих героев кардинально изменилась. Их жизнь стала бесценной друг без друга. «Неужели ты думал, что я променяю тебя на него?» – горячо шептала Джамиля. «Да нет же, нет. Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью. Пусть говорят что угодно. Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому. Я давно любила тебя. И когда не знала, любила и ждала тебя. И ты пришел, будто знал, что я тебя жду». Рефлексия. Что нового мы узнали на занятии? Удалось ли вам проникнуться творчеством Чингиза Айтматова? Хотели бы лучше узнать Чингиза Айтматова как личности и писателя? Вам захотелось после сегодняшнего занятия пересмотреть свои взгляды на жизнь? Спасибо за внимание.